Наиболее часто встречаемая деменция в 64% случаев – это деменция при болезни Альцгеймера. Она проявляется в первую очередь это снижением памяти. В данном случае, если мы говорим об органе таком, как мозг, поражается гиппокамп. Гиппокамп – это тот участок головного мозга, который отвечает за память, который отвечает за мышление, за эмоции. Соответственно, именно здесь и будут в первую очередь нарушения. Что происходит? Наш мозг имеет большое количество белка, так называемого амилоидного белка. И в данном случае причины, которые до сих пор, к сожалению, неизвестны, происходит скопление этого белка в различных участках головного мозга, они слепливаются, и, соответственно, деятельность наших нейронов нарушается. И очень важно здесь понять, что же делать, как же быть людям, родственникам, которые живут со своим близким человеком, со своим родным человеком, который всю жизнь был для них мамой, папой, опорой в жизни. А сейчас они начинают наблюдать, что их близкий, любимый родственник, он начинает что-то забывать, он начинает теряться, он начинает падать и травмироваться. Первое, что необходимо сделать, конечно же, нужно обратиться за квалифицированной помощью к врачу-невропатологу, к врачу-психиатру, либо к психотерапевту для правильной полноценной диагностики. Второе, что нужно сделать, когда у вас уже диагностирована профессиональным квалифицированным специалистом деменция, то необходимо в данном случае обезопасить дом. То есть нужно убрать все предметы, об которые может человек травмироваться, об которые он может споткнуться и упасть. Если же вы наблюдаете уже сложные нарушения процессов памяти, то можно повесить в доме указатели на туалет, ванны, спальной. Обязательно не забудьте распечатать адрес проживания, имя, фамилию человека, своего близкого родственника, номера телефонов доверенных лиц. И обязательно положите во все карманы куртка, кофта, штаны, брюки, которые человек использует в своей повседневной жизни. Потому что в случае, если вдруг случился такой момент, что ваш родственник ушел и потерялся, то вы будете спокойны, что у него в карманах есть вся необходимая информация, по которой его могут узнать, найти, позвонить вам, и вы вовремя окажетесь рядом со своим близким родственником и не случится трагедии. Также необходимо, если вы наблюдаете уже более сложные нарушения процессов памяти, каждый день вы встаете и говорите: «Здравствуй, мама» или «Здравствуй, папа, сегодня такой-то день», например, сегодня 5 сентября, 2020 год, на дворе осень, я твоя дочь, меня зовут Гуля или меня зовут Оля. И так каждый день, да, к сожалению, деменция, еще раз повторюсь, это прогрессирующее сложное заболевание. Если вы будете рядом со своими близкими, если вы обезопасите их и дадите этот уровень базовой безопасности, то болезнь она не будет прогрессировать с такой быстротой, и ваш близкий родственник будет чувствовать свою защищенность, и вам будет прежде всего легче. Второй вопрос: как же себя уберечь от этого заболевания? Какую профилактику необходимо делать для того, чтобы как можно меньше иметь это расстройство? Первое – это, конечно же, физические нагрузки, потому что когда мы вводим в свой рацион небольшое количество физической нагрузки, это увеличивает нейропластичность мозга. Да, старые нервные клетки, они не восстанавливаются, но есть молодые нервные клетки, которые растут, и на их рост необходимо порядка 10, может быть 15 лет на рост одной молодой клетки. Если вы практикуете физические нагрузки ежедневные и медитативные техники, то в 18 раз снижается риск заболеваемости деменции. Также изучение иностранных языков, или вообще изучение какой-то новой деятельности в вашей жизни. То есть, когда вы что-то новое узнаете, это может быть обучение каким-то новым навыкам, вязание, рукоделие, иностранный язык, рисование и так далее, вы таким же образом тоже помогаете себе снизить уровень риска заболевания деменцией. Если вы испытываете трудности, или если вы испытываете трудности и сложности со своими близкими, и вы замечаете, что что-то идет не так, то у нас в Кыргызстане организована горячая линия, куда вы можете обратиться. Телефоны горячей линии вы найдете здесь. И также вы можете обратиться за помощью в службу 118
и получить полноценную информацию, либо перенаправление за получением квалифицированной консультации.